Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина. Где он? С кем он? Думает ли о вас? Вспоминает ли? Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты. Мои хорошие, вы все у меня разные. Отсыпка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, мне мужчину показывают, вот как он одинок, либо у него какое-то острое чувство одиночества, да? Либо он сейчас один и никого вокруг нет, либо он в социуме, но ему кажется, что он абсолютно одинокий человек. Вот прям у него никого нет, он никому не нужен. И вот я такой один бедняжечка, никто мной не интересуется, да, никто не подойдет, никто ничего не спросит. Может быть, даже люди, которые его окружают, он такой думает: о, нет, вообще не мои люди, мне с ними не по пути, мы абсолютно все разные. И вот он сидит и ни с кем не общается. И вот просто вот тоскует, скучает по вам, кстати, и чувствует себя максимально одиноким. Вы четко показали одиночество. Не хватает женщины рядом, вас не хватает, вас. Вот в мыслях, да, что я одинок, одиночество, я одинок. Слушайте, но он где-то находится и по вам скучает просто безумно. Вот до слез прям. Даже слезы на глаза наворачиваются. Думаю: господи, ну как же так, да? Ну почему я один здесь сижу? Почему я не с ней? Почему мы не вместе? Как меня сюда занесло? Мне к ней надо, к любимой своей. А я тут сижу один-одинешенек. Да, ничего себе. Страдает. Он у вас страдает. Страдает из-за одиночества, из-за того, что ему не хватает вас. Кстати, он очень интересно вас показал. Вас он показал упрямой козочкой, но при этом очень милой и самой любимой. Да, он отмечает, что у вас такой характер не сахарный, и что вы очень упрямая девушка, самостоятельная, независимая, такая вся. Не подходи. Но в этом ваш изюм, в этом ваша прелесть. Он вас просто за это обожает. Строптивая, вы очень строптивая. Вы знали об этом? Ну, возможно, так оно и есть, а возможно, это мужчина придумывает, наговаривает на вас. Слушайте, как же вы его будоражите. Ой-ой-ой. Ни одной другой женщине это не удавалось. Ни одна другая женщина не могла так вот пустить корни в этом мужчине, в его сердце, в его душе. Ему иногда кажется, что вы прям у него это, в крови находитесь, да? Постоянно думает о вас, вспоминает. Знаете, бывают люди там что-то делают, да, и отвлекаются мыслями на что-то другое. А этот мужчина, он просто живет вами и отвлекается периодически на дела. Да, вот так вот. Покорили, вы покорили. Хотя, знаете, что еще показывает? Что-то вы такое сделали, либо сказали, он говорит: она меня как скорпион ужалила, больно. Какое-то слово, либо какое-то действие с вашей стороны. И он прям так обиделся. Обиделся, говорит: мне больно было это видеть, мне больно было это слышать. А ей хоть бы что, да, она этого даже не заметила. Подумайте, девчонки, что вы такое сделали, что сказали. Это было максимально больно для мужчины. Он, может быть, и виду не подал, но все-таки что-то в нем поменялось. Больно, ему больно было. Мне почему-то кажется, что вы что-то сказали. Сказали, а он прям так впечатлился.
Прям такую больку поймал, такой прям страдать, страдать. Он постоянно вот как в голове гоняет либо образ того, что вы сделали, либо те слова, которые вы сказали. Вы вообще с ним поговорите об этом. Ну, так и спросите. Ну, знаешь, я ведь болтушка. Я иногда там скажу, а потом подумаю. Может быть, я что-то такое сказала, а ты там не понял, либо на это обиделся. Ну, в общем, как-то обыграйте эту ситуацию, чтобы эта обида у него там не застряла в сердце. То, смотрите, люблю, она моя, она у меня в венах, но при этом есть обида. Он вас скорпиончиком прорисовал. И прям больно вы его ужалили. Слово либо действие. И так может отыграться. Чтобы это не стало проблемой, либо не выросло в проблему. Ой, мужчины и женщины раз, да все люди разные, да? Что для вас невинная шутка, для него это может быть какая-то смертельная обида, да, либо боль невыносимая. Да, что-то такое было. Угу. Так, еще показывают человека, с кем ему не очень хочется общаться, встречаться, но есть какая-то необходимость. Человек очень хищный. Это может быть и мужчина, и женщина. У него то ли встреча назначена, встреча, либо разговор, может быть, да, телефонный, может быть, разговор. И он такой: не могу, не хочу, не буду. Да, человек как хищная птица. Сложный человек, сложный, и, возможно, даже мужчина боится. Ну, если мужчина, то мужчину боится, это еще ладно. А если это какая-то женщина, то здесь, возможно, даже помощь понадобится. Помощь. Он-то с женщинами умеет общаться, но, видите, джентльмен, да, он просто может чужой женщине позволить себя обидеть. Вот, зачем? Вы ему не за помощь свою пообещаете, скажете: ну вот если есть какие-то у тебя там проблемки, задачки, там, с другими женщинами связаны, скажите: я всегда могу прийти тебе на помощь, на выдержку. Ну, как женщину легче понять, да, психологию женщины легче понять. Вот, давай-ка скооперируемся, я тебе тут подскажу, помогу. Он будет очень рад, он будет вам очень за это благодарен. Что действительно, видите, хищная птица. Так, если у него женщина-начальник, если такое есть, либо мама такая, знаете, властная, постоянно его так к себе на ковер вызывает и там кучу невыполнимых заданий дает, то ему прям очень с ней тяжело, очень тяжело. И это прям такая тяжелая ноша. Тут дилемма. С одной стороны, понимать, что так нельзя, и это неправильно. А с другой стороны, он же джентльмен, да, это же мама, это же это как женщина, начальник, да, я должен. Тоже надо как-то обыграть, надо поговорить, что-то ему посоветовать и в этом ему помочь, поддержать. Вы женщина очень умная, я это вижу, вот, но почему-то не пытаетесь ему помочь, либо вы уверены, что он сильный мужчина, он должен справиться сам. А вот как раз если вы будете ему помогать, это вас здоровски сблизит и поможет вам друг друга узнать получше. Да. Ищите точки соприкосновения, прорастайте в друг друга, если любите, если хотите быть с этим мужчиной. Мужчина неплохой. Неплохой и с хорошим будущим, с хорошей перспективой в будущем. Хороший парень, хороший мужчина. Я бы даже сказала, держитесь за него. Ну, если нет лучшего, да, то хотя бы держитесь за этого. А здесь у вас, да, Антарес у вас здесь выходит с ним, знак Солнца. Ну, по Солнцу, представляете, это же радость, это счастье, это рождение детей. Ну, либо как подарок судьбы. Вы для него, он для вас. Хороший знак. Вот они, вы вдвоем стоите, и вот Антарес вам светит, знак Солнца. Ну, красота. Чудесно, просто чудесно. Но я вижу, что он вас обхаживает. Либо думает, что нужно за ней больше ухаживать, обхаживать, разворачивать ее на себя, приковывать ее взгляд к себе. Для этого я должен быть успешный, интересный, состоятельный. Да, у него в правильном направлении мысли-то зарождаются и идут. Да, непростой мужчина. Может иногда по дурачка косить, но он не дурак.
Он не дурак, я вам так скажу. Какая-то вредная привычка, которая его портит. Это не у всех отыграется, у кого-то конкретного. То ли курит, то ли пьет, то ли азартный, то ли чем-то другим балуется, не очень хорошим. И это его, конечно, в ваших глазах портит. Но я вам так скажу, это не проблема. И если вы ему скажете, что вот все, не хочу, не потерплю, ради вас он откажется. По крайней мере, сбавит обороты и все меньше и меньше будет это делать, пока совсем не избавится. Вы для него очень мощный стимул, девочки. Ох, если бы вы могли заглянуть к нему в голову, если бы вы могли увидеть, насколько вы на него влияете, либо насколько он готов под вас прогнуться, вы бы удивились, очень удивились. Да. Если у вас соперница. Но если мы говорим про чувства, про любовь, то нет. Нет. Ни одна другая женщина не смогла поселиться в его не только сердце, но и в голове. Нет. Нет. И если он официально не свободный мужчина, то там никаких чувств совершенно нет. Абсолютно. Даже дружеских нет. Там такая суровая, тяжелая лямка, в которую он когда-то по дурости запрягся, да, и вот как этот мул тащит ее. Вот, опять же, вот это его чувство мужского достоинства, нет, чувство, это его, это порядочность, да, что как же, я же взял на себя обязательства, ой, меня же обманули, охомутали, что ж мне теперь уходить от этой женщины? Не-не-не, я буду тянуть эту лямку, как бессмертный пони. Ну, тут, видите, есть у него такие моменты, когда надо девчонке помогать, когда без умной женщины не справится. Вот. А вам, кстати, он доверяет. Он видит, насколько вы умная, насколько вы эрудированная, насколько вы с такой, знаете, житейской смекалкой. Он иногда такие вещи от вас слышит. В самой умной книге не смог найти, прочитать. Понимаете, у него же как мурашки, мурашит его от ваших каких-то высказываний и слов. Думает, господи, как же она права. Ой, какая же она умная. Кстати, понятно, что мужчины любят глазами, да, они возбуждаются от женской прелести. Ваш, помимо всего прочего, еще от вашего ума возбуждается. Угу, да. Особенно если там спорите, или вы что-то там доказываете, рассказываете. Ой, да-да-да. Прям уж весь воспламеняется. Господи, и красивая, умная. Да мне повезло, я сорвала джекпот. Да, девчонки. Не, ну он рядом с вами, он вас обхаживает, он вас добивается. Почему-то он уверен, что вы его, ну не то чтобы не любите, скорее просто принимаете. Что вы в любой момент можете, ну, так хвостиком вильнуть и к другому мужчине перейти. Что-то прям так боится этого, думает об этом постоянно. Аж подкидывает его, да, вот прям коробит. Думает, уведут, заберут, украдут, а на меня бросят. О Боже, все, страдания. Страдальческие страдания. Нет, вы хорошая пара. Как ни крути, вы хорошая пара. Давайте еще вам на оракуле посмотрю. Посмотрим на него, на вас. Может быть, какую-то подсказочку. Потому что здесь, вот смотрите, он по вам страдает. Где бы он ни был, он думает только о вас. Вы для него вот прям свет в оконце во всех смыслах этого слова. Готов вот он бегать, ублажать, уговаривать, лишь бы вы от него не отворачивались. Ну и счастливое будущее для двоих. Так. Девчонки, если что-то негативное было между вами, ну там поссорились, поругались, как-то поскандалили, друг друга, может быть, не поняли, не так поняли, он уже все забыл, похоронил и вообще об этом не вспоминает. Наоборот, какой-то урок вынес, да, урок, какую-то пользу даже получил. Ну, мужчина семейно ориентированный, на семью, хочется счастья, тепла, новой жизни хочется, понимаете? Новой жизни.
Ну, для вас он готов и кольцо одеть, и защитником вашим стать, мужчиной вашей жизни. Он готов. Если позволите, он готов. Ах, какая вы переменчивая лисичка. Вы лисичка. Ну, он боится вас потерять. Вот не знаю, не уверен он. Либо сам в себе сомневается, либо вы ему до конца не открываетесь. Ему кажется, что вы играете с ним. Да? Игра идет. Она со мной играет. Так, еще посмотрим, что у вас будет вместе. Что ждет вас вместе. Ой, ну, видите, через какое-то незначительное время, да, он будет вам предлагать соединить ваши жизни в едином потоке. Он будет стараться, он будет, как вот здесь показано, вас обхаживать, ухаживать за вами, дарить вам радость для того, чтобы вместе с вами пустить корни. Так, ну какая вы пара? Хорошая вы пара. Хорошая. Смотрите, главное, что у вас будет, это общий дух, общее настроение. Вы друг друга не станете обманывать. И помимо любви еще и дружба между вами образуется. Мне нравится то, что показал песок. Мне нравится то, что показали оракулы. Хорошая пара, хорошее будущее вас ждет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.